Российский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов продолжит карьеру испанской «Сельте». Клубы подтвердили аренду форварда до конца сезона с правом выкупа. За сборную России форвард провел 39 матчей и забил 14 мячей. В текущем сезоне в 14 матчах российской премьер-лиги Смолову принадлежит 3 гола и 3 результативные передачи. Также 29-летний футболист записал на свой счет гол и пас в матче Суперкубка России. В составе футбольного клуба «Краснодар» Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а также 2 раза в 2016 и 2018 годах признавался лучшим футболистом сезона по версии Российского футбольного союза. Сейчас «Сельта» после 21-го тура чемпионата Испании находится на зоне вылета на 18-м месте из 20, набрав 17 очков. В 1/8 финала Кубка Испании по футболу в гостевом матче Сельвия уступила клубу «Мирандес». Результат встречи счет 1-3. В составе победителей на свой счет записал дубль на 7-й и 30-й минуте игры Матеос Аяс. Еще один гол забил Альваро Рей. На 90-й минуте встречи отличился у Сельвии Нолито. По итогам жеребьевки позднее определится соперник «Мирандес» по четвертьфинальному матчу Кубка Испании. В матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги Рижская «Динамо» встретила «Динамо» из Москвы. Встреча завершилась со счетом 2-5 в пользу москвичей. В составе победителей шайбы забросили Игорь Полыганов, Андрей Алексеев, Тимур Пулкин, Дмитрий Моисеев и Дмитрий Яшкин. У проигравших шайбы на счету Александра Протоповича и Микаэлиса Редлихса. В турнирной таблице Западной конференции Рижская «Динамо» занимает последнее, 12-е место в активе команды, 34 очка в 52 матчах. Таким образом, Рижская «Динамо» лишилась шансов на участие в плей-офф КХЛ. «Динамо» из Москвы идет 4-м на Западе, имея в активе 71 балл после 54 встреч, ранее гарантировав себе участие в плей-офф. В следующем матче москвичи 1 февраля в гостях сыграют со «Спартаком» из Москвы, а Рижская «Динамо» в тот же день также на выезде встретится с казанским «Акбарсом». Продолжаем обзор матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Хенсельский «Йокерит» в овертайме со счетом 4-3 обыграл в гостях магнитогорский «Металлург». В составе хозяев отличился Брэндон Козун, Денис Паршин и Сергей Мазякин. У «Йокерита» шайбы забросили Тему Эронян, Мяйн Эланян и Николас Йенсен. Ему же и принадлежит победный гол на первых минутах овертайма. «Йокерит», обеспечив выход в плей-офф КХЛ с 4 победами кряду, занимает 3-е место таблицы Западной конференции. В активе команды 73 очка в 53 матчах. «Металлург» с 56 баллами в 52 встречах идет на 8-м месте. В следующем матче «Йокерит» сыграет 1 февраля на выезде с ярославским «Локомотивом». «Металлург» в тот же день примет екатеринбургский «Автомобилист». Баскетболисты ЦСКА в гостях победили «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 78-69. Самым результативным игроком стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 27 очков. У армейцев больше всех очков набрал разыгрывающий Майкл Джеймс. Дабл-дабл оформил центровой армейцев Йоханнес Фойгман. На счету баскетболиста 15 очков и 14 подборов. В турнирной таблице Евролиги ЦСКА идет 2-м в активе команды, 16 побед при 6 поражениях. «Химки» занимают 11-ю строчку с 13 поражениями в 22 матчах. ЦСКА в следующем матче 4 февраля примет лидера Евролиги турецкую Андалу Эфес. «Химки» 5 февраля сыграют на выезде с Маккаби из Тель-Авива. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия 24.